Недавно, буквально в начале апреля, к нам обратился Жандос, просил нас о помощи именно в розыске его без вести пропавшего сына. В тот же день, ближе к вечеру, мы организовали штаб, приступили к поисковым работам. И когда в районе 11 часов к нам позвонил парень по имени Жан, сказал, что вот он хочет быть добровольцем, мы ему дали координацию, и где-то спустя 2,5 часа ребенок благополучно был найден на левом берегу. Огромную благодарность говорим всей прокуратуре, то, что у них есть такие хорошие работники, которые хотят быть полезны обществу и помогают нам, простым людям, которые на безвозмездной основе выходят на поиски, независимо от времени года. По поводу случившегося супруги в WhatsApp сообщение пришло. Есть у них студенческий чат, где куратор написала просьбу, я не знаю, крик о помощи. Если есть свободные машины, это я цитирую, или люди свободные, можете выйти на поиски, помочь. Потерялся несовершеннолетний, на улице очень холодно, 2 суток его нет дома, людей не хватает. И все, мы выехали, я товарища по пути забрал. Первое, то, что мы посетили, это были компьютерные клубы. После безрезультатных поисков на правом берегу с товарищем мы решили проехать, сделать круг, может, по левому берегу, по центральным улицам посмотреть. Проезжая по левому берегу, по одной улице, на тротуаре, мы увидели человека, подходящего под описание. В общем, рост примерно такой же, темная куртка, темные штаны. И подъехав к нему, мы убедились, нашли его. Фотографию куратору скинули по WhatsApp. Она говорит, да, это он. 102 вызвали, и сотрудники приехали. Все, поблагодарили, забрали. Я как родитель не могу поступить по-другому или просто проигнорировать это сообщение о помощи.